До свидания. Форум СМИ СКФО, чем был насыщен второй и заключительный день слета журналистов Северного Кавказа. Новое жилье для вынужденных переселенцев из Чечни. 4 многоквартирных дома открыли в Назране. В 16 лет решать проблемы граждан может только «Единая Россия». Билан Хамчиев провел прием граждан. Повод – годовщина партии. День неизвестного солдата – особенная дата для многих ингушских семей. О тех, кто не вернулся с полей сражения, расскажем в выпуске. Этот вид спорта незаметно вошел в нашу жизнь сегодня. Всероссийский день хоккея. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». Здравствуйте. Сегодня был второй и заключительный день форума СМИ СКФО. В слете журналистов приняли участие руководители ряда федеральных ведомств и главы регионов Северного Кавказа. Делегация ознакомилась со стендами региональных средств массовой информации. Свои возможности презентовала и национальная телерадиокомпания «Ингушетия». Репортаж Ирины Цычуевой. Второй день форума традиционно начинается со знакомства со стендами регионов. Делегация во главе с министром России по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым подходит к презентационному стенду канала «Мир», который за 5 лет впервые участвует в форуме. Журналисты рассказывают гостям о своих трендах и достижениях в мире СМИ. Нашу радиостанцию «Радио Мир» слушает 40 миллионов человек. Мы гордимся тем, что наш информационный портал мир24.тв в сутки посещают более 200 тысяч человек. Что касается Северного Кавказа, то мы работаем во всех республиках Северного Кавказа и Ставропольском крае. У «Мира» и Ингушетии в этом году общий юбилей. И республика, и телерадиокомпания празднуют 25 лет со дня образования. В честь этого праздника почетным гостям вручили именные подарки. Сегодня в Москве мы узнаем соперников сборной России по финальной части чемпионата мира по футболу. Мы все будем ждать этого события. И мы хотим вам вручить... Нет, не знаем, но надеемся, нам попадет хороший жребий. Нашу подгруппу уже. Но мы хотим вручить вам вот такие футболки, принять вас в состав нашей команды, нашей телерадиокомпании «Мир». Ставропольское телевидение встречает гостей кавказской минеральной водой из знаменитых источников Железноводска. Гостям устраивают небольшую экскурсию в мир развития телевидения, ее успехи и возможности. Журналисты рассказывают о самой старой газете края, которую читатели впервые увидели ровно 100 лет назад. Хронограф, на котором можно посмотреть развитие СМИ на территории Ставропольского края. Здесь у нас представлены не только печатные, но и радио, телевидение. Кстати, в частности, вот с этой стороны, поверьте на слово, здесь можно увидеть о том, что ровно 100 лет назад была основана газета «Ставропольская правда», которая в этом году отмечает 100-летие. Следующий стенд представляет СМИ Ингушетии. Директор нашей телерадиокомпании рассказывает высоким гостям, чему посвящен стенд ТВ, представляя наш канал как самый молодой, какой объем собственного вещания. Гостям представили, каким мы видим телевидение в будущем. Компания работает в современном стиле. Вот это современный стиль сегодня показывает студия будущего. В этой студии нет ни столов, ни кресел, ни света, даже самого ведущего у нас практически нету. То есть это вот его голограмма. Да, голограмма, да. И, наверное, все знают, да, что современный фильм со съемкой Традиционно на форуме СМИ заключаются и выгодные контракты. Юнусбек Евкуров и Михаил Ведерников подписали соглашение между нашей республикой и Псковской областью о научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. А вот теперь протокол соглашения подписан. Поздравляю, господа. Не нападать на Еще одно соглашение Ингушетия подписывает с Российской ассоциацией по связям с общественностью.
Стенд нашей республики привлек к себе большое внимание гостей и участников форума. Все благодаря идеям телевизионщиков, которые постарались всех удивить. И это им, безусловно, удалось. Чего стоит одна конструкция. Казалось бы, на первый взгляд, это обычные коробки. Но включается проектор и начинается целое шоу под названием «Маппинг». Каждая деталь символизирует собственный контент нашего канала. Такая конструкция здесь на форуме представлена только у НТРК Ингушетия. Если одни журналисты здесь на форуме представляют свои печатные издания, другие демонстрируют свое техническое оснащение, как, например, Чеченская Республика. Стабилизатор. Очень хорошая вещь. Как мы знаем, головная боль всех операторов, когда картинка дергается. Вот это позволяет сохранять устойчивость камеры. Северная Осетия тоже здесь же на форуме выходит в прямой эфир. Журналисты канала рассказывают гостям, как изменила жизнь человека после появления СМИ. Гостей знакомят с новым проектом создания республиканской национальной компании. О создании национальной телекомпании говорилось лет 20 в нашей республике. И вот благодаря приходу Вячеслава Михайловича этот проект в сжатые сроки. Мы за 11 месяцев сделали этот проект. От начала стройки до выхода в эфир. Дагестанские, карачаево-черкесские и кабардино-балкарские стенды традиционно представляют печатные СМИ, которыми регионы, несомненно, гордятся. Форум СМИ Северного Кавказа подходит к концу. Несомненно, его значимость показали участники и гости, заинтересованные в общем деле. Вся наша жизнь, она здесь вот, да, в мобильном телефоне, на камерах, в интернете. И поэтому ключевая задача власти – быть открытым, понятной. И с другой стороны, опираясь на ту информацию, которая есть в СМИ, но объективную тоже, адекватно реагировать. Поэтому я считаю, что мы обречены быть вместе. Мы уже не первая и четвертая власть, да, а мы те, кто формирует общество, и должны понимать свою ответственность каждый в разрезе тех компетенций, которые каждый выполняет. Форум, он создавался, одной из главных задач цель и задача имел такую вещь, как в хорошем смысле представить наши регионы северокавказские. И я думаю, что это все удалось, в том числе и на первом, и на втором, и на третьем, и на четвертом, а сегодня на пятом тем более. И когда мы с этого года форум начинает идти по регионам, он будет больше эффекта иметь, чем это было до сих пор. Журналистика в СКФО, несомненно, развивается. И 5-й юбилейный форум тому подтверждение. Нашими глазами мы даем возможность вам, дорогие телезрители, быть в курсе всех событий 24 часа в сутки. Уверенными шагами мы, журналисты СКФО, движемся в большое будущее. Лина Цичоева, Адам Далаков, Султан Булгучев. Новости 24. После посещения выставки СМИ почетные гости ответили на вопросы журналистов на пленарном заседании. Тема формирования информационной повестки будущего года. Говорилось, в частности, о взаимодействии представителей власти и средств массовой информации. Материал Лейлы Гайсановой. Почетные гости и участники форума занимают места в зале совещания, чтобы обсудить и совместно решить, какой будет информационная повестка 2018 года. Участникам и организаторам с приветственным словом обратился и полномочный представитель президента России в СКФО Олег Белавинцев, который не смог присутствовать на форуме. 5-й юбилейный форум средств массовой информации Северного Кавказа все же особенный. Впервые он проводится не в Пятигорске, а в одном из субъектов Северокавказского федерального округа в Республике Ингушетия, которая в этом году отметила 25-летие со дня образования в составе Российской Федерации. Хочу поздравить с юбилейным форумом делегатов от регионов, а также выразить благодарность главе Республики Ингушетия Юнусбеку Бамадгиреевичу Евкурову за гостеприимство. Это пленарное заседание задает вектор всей работе медиафорума СМИ и той стратегии развития, которую участники для себя наметили. Дискуссия начинается с обсуждения темы сотрудничества средств массовой информации и власти, формирования положительного имиджа Северного Кавказа и других регионов страны. Важно не положительная, а объективная информация. Да, потому что положительных поводов всегда можно найти, отрицательных, а вот то, что формирует объективное восприятие той территории, на которой мы живем, работаем, которую мы стараемся сделать счастливой, где живут очень самобытные, интересные люди, вот это важно. И вот сухая статистика, которую мне мои коллеги дали, показала, что начиная с 2013 года информационное присутствие объективное относительно Северного Кавказа с позитивной повесткой, но это не приукрашено, увеличилось более чем 2,5 раза.
На прошлых форумах представители власти и крупных компаний часто говорили о необходимости позитивных инфоповодов о Северном Кавказе. На 5-м слете медиасообщества эта тема также затронута участниками. Открывая форум СМИ СКФО, организаторы ставили цель создать условия для творческого журналистского диалога и непосредственного контакта прессы с лидерами общественного мнения и представителями власти. Судя по всему, с задачей он справляется. Я считаю, что все темы важные, которые обсуждаются, потому что на самом деле актуальны и соцсети, взаимодействие СМИ и общества, СМИ и власти, да, понимание СМИ как такового, да, потому что сейчас оно вот все больше и больше стирается, и мы уже ищем грань между профессионализмом и любительством, да, то есть вот где этот профессионализм, где это любительское, да, отношение, то есть вот, а что это такое, да, то есть вот сами какие-то понятия, сами какие-то ценностные ориентиры, они все равно ложатся уже в другую плоскость, да, то есть и мы понимаем, что и тут есть, как говорится, пространство для размышлений, да, и это очень важно. По мнению собравшихся, позитивный информативный поток создают инвестиционные проекты в регионах. Это и новые промышленные предприятия, и объекты инфраструктуры. Этот поток будет нарастать по мере реализации начатых объектов. Готовность общества, руководства республик, федеральных министерств, ведомств и в целом самого общества, готовность как реагировать на вот эти вызовы, а их будет завтра все больше. Человек, который выбрал для себя профессию журналиста, должен быть профессионалом своего дела, уверены участники заседания. Сегодня, когда пресса достигла такого уровня, при котором формируется общественное мнение, необходимо делать акцент на духовно-нравственные ценности и не забывать обо всем положительном, что происходит вокруг нас. Много говорилось о профессиональной гражданской ответственности мастеров слова. В обществе есть запрос на правильную, достоверную информацию, справедливые и объективные оценки, лишенные предвзятости в подаче фактов. Ответственность журналиста, если будет, значит, если он будет ответственно подходить к своей работе, значит, думать о последствиях информации. Вот Игорь Вячеславович Баринов, руководитель ФАДНа России, сказал: главное не навреди. Если мы будем работать принципом главное не навреди, значит, и журналист будет ответственен перед своим, значит, репортажем или информацию пустить, значит, в общество. Вот только в этом мы можем, значит, использовать, скажем, СМИ на благо. Журналисты задают спикерам интересующие их вопросы. В основном в прессе коснулись возможности и ответственности представителей СМИ. То есть, если официально зарегистрированные средства массовой информации за каждое сказанное или написанное слово должны отвечать, то набирающим сейчас популярность интернет-ресурсам практически все сходит с рук. Сегодня очень назрела необходимость приравнять к ответственности ответственность, которую несут средства массовой информации, такую же ответственность должны нести и все информационные ресурсы, которые сегодня действуют в интернете. Получается недобросовестная конкуренция и неравная ответственность. А главный редактор газеты «Карачай» Альберт Узденов, посвятивший республике песню, передал текст руководству Ингушетии. Господь миров вручил тебе заслуженно твой кодекс чести, твой галгай эздел. Разрешите вручить. Спасибо большое. Очень хорошие стихи. И насчет Ингушетии, жемчужин на груди Кавказа, прошу другие кавказцы не обижаться. Лейла Гайсанова, Адам Далаков, Султан Булгучев. Новости 24. Советы по мастерству интервьюирования и эффективной работе пресс-служб получили участники форума. За круглым столом федеральные и региональные журналисты вели беседу о тонкостях работы корреспондентов и ведущих программ. Слово Мадине Пугоевой. Эффективная работа пресс-службы любого ведомства в первую очередь связана с правильным ведением сайта, на котором любой пользователь может не только прочесть последние новости, но и получить всю необходимую информацию или номера контактных телефонов. Спикер круглого стола Анна Журавновская уверена, главное для пресс-секретаря – это доступность. Для связи с общественностью стоит использовать не стационарные, а мобильные телефоны, считает она. Я могу отправить СМС и сказать: я тот-то, мне нужен ваш комментарий, перезвоните мне, пожалуйста. Или укажите время, когда я могу перезвонить. Я же тоже адекватный человек. Я же понимаю, что вы все не сидите, и каждый из наших журналистов понимает, что вы не сидите и не ждете моего звонка, как манны небесной. Я вам, скорее всего, не нужна.
И вот это еще один признак того, что пресс-служба неэффективна. Впрочем, немало пробелов в работе некоторых пресс-служб фиксирует и Алексей Гвинтовкин. Председатель Российской ассоциации по связям с общественностью в Ростове-на-Дону считает, что любую информацию корреспонденты должны находить сами и ни в коем случае не брать ее на других сайтах, даже ссылаясь на информагентство. Многие наши коллеги ленятся, да, и уже пользуются тем, что кто-то сделал уже хорошо, да, но, естественно, конечно, качество и уровень работы показывает то, как ты даже одну и ту же новость, как ты ее подаешь и как ты умеешь сделать из, может быть, рядового события что-то интересное и показать роль твоей компании в этом событии. Опыт коллег, трудящихся в пресс-службах федеральных ведомств, ценнее и полезнее, уверены участники круглого стола. А потому живой диалог проходит в формате вопрос-ответ. Александр Башков приехал в республику из Кабардино-Балкарии. Специалист по связям с общественностью интересуется методами подачи информации с помощью интернет-ресурсов. Я хотел бы обсудить тему, связанную с пресс-релизами, так называемой пресс-папкой, которую готовит пресс-служба для того, чтобы СМИ охотнее взяли материалы. Поговорить, насколько обширная эта пресс-папка должна быть, что она должна содержать, чтобы телевизионные каналы, опять же, газеты, радио взяли это. Я хотел бы своим опытом поделиться, как делаю это я. Пока одни участники форума обсуждают эффективность работы пресс-служб, в соседнем зале проходит еще один круглый стол на тему мастерства интервьюирования. Перед коллегами выступают Татьяна Дубровина и Алексей Самолетов. О необычной и весьма интересной манере общения журналистов федерального уровня гости республики уже наслышаны, поэтому и участников в этот раз гораздо больше. Безмерно приятно и, наверное, для некоторых даже, в некоторой частности, честь общаться с такими людьми, которые прожили в этой жизни, неимоверное количество историй, самых разных жизненных историй, которые знают, о чем говорят, знают свое дело. И когда ты получаешь от них совет или задавая вопросы, ты получаешь ответы более развернутые, когда они дают тебе какую-то подсказку или же наоборот говорят: да, Милана, ты права вот в этом, да, это точно, просто я услышала это, и мне настолько было приятно, что я хотя бы некоторые шаги делаю в свою профессию. Главное в общении с интервьюерами – это уважение, объясняют спикеры. Надо уметь расположить к себе героя сюжета или статьи. Конечно, постараться не перебивать его. А вот многие советуют перебивать, вот что меня настораживает, между прочим. Приготовь пару провокационных вопросов. Они сами раскроются. Да. Я же тебе рассказал только что. Да, провокационные вопросы, они всегда хорошо. Только корректных. Именно не корректных, хамских, да. Среди участников круглого стола и корреспонденты национальной телерадиокомпании. Индира Манкиева в телевизионной журналистике не так давно, поэтому ей, как и другим молодым специалистам, есть чему поучиться у профессионалов своего дела. В нашем регионе, учитывая наш менталитет и скованность, и сдержанность людей, с этим возникают некоторые проблемы. Вот я и поинтересовалась у лекторов, как это сделать, и получила довольно-таки хороший ответ. Мне объяснили, что нужно делать. Надо изначально расположить к себе человека, войти в доверие, начать хотя бы просто с банального вопроса: как дела, как настроение, как у вас прошел день. И вот с этих вот таких вот обычных банальных вопросов человек тебе открывается. Диалог между представителями федеральных и региональных СМИ получился весьма конструктивным. Подводя итоги встречи, Алексей Самолетов признался, его даже смущает тот факт, что среди участников круглого стола женщин больше, чем мужчин. Журналистика – это мужская профессия, это очень тяжелая профессия. И когда мужики начинают заниматься этой профессией, они во многом, не в обиду девочкам будет сказано, они во многом достигают каких-то успехов. Девчонки фантастические, красивые, удивительные, пишущие хорошие тексты. Но журналистика – это ежедневный, каждодневный, шахтерский труд. Диалог с Татьяной Дубровиной и Алексеем Самолетовым не закончился даже после завершения круглого стола. Беседа со спикерами продолжилась уже в неформальной обстановке. Участники обменялись контактами и не упустили случая сделать памятное фото. Мадина Пугоева, Аслан Героев, Новости 24. В рамках форума СМИ прошла также экспертная сессия на тему «Эволюция средств массовой информации и перспективы развития». Об этом Юсуп Гелисханов. Награждается Мачал Александр Борисович за заслуги в развитии связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, многолетний плодотворный труд. Я дальше не буду зачитывать, потому что у всех так же.
Очередную сессию форума решили начать, пожалуй, самые приятные ноты – награждение журналистов, лучших в своем деле. Почетные дипломы вручает лично замминистра связи и массовых коммуникаций страны Алексей Волин. Впрочем, с главным поводом встречи здесь не затягивают, формат которой быстро перетекает в оживленную дискуссию. Журналисты интересуются у спикера, на какие тренды кавказские СМИ уже опоздали в своей реакции. Сегодняшняя ситуация на медиарынке такова, что если вы на один тренд опаздываете, то вас уже нет. Судя по тому, что кавказские средства массовой информации существуют, но все себя чувствуют по-разному. Кто-то тяжело, кто-то не очень, но в целом все присутствуют на рынке и все имеют свою аудиторию, это означает, что ни на один из трендов никто не опоздал. Что уже хорошо. На какие тренды надо обратить внимание? Ну, первый тренд, это самый главный. Это умение, мы уже сегодня говорили об этом на предыдущей сессии, это умение не только правильно подавать информацию, но и хорошо ее упаковывать. Алексей Волин также добавил пару слов про интернет, где для широкой аудитории есть буквально все в одном окне, начиная с текстов и картинки, заканчивая видеоматериалами. И здесь некоторые издания газет, не думая о своей аудитории, выкладывают на официальную страницу электронный вариант газеты, что уже делает их ресурсы скучными и неинтересными. Тема этой сессии – эволюция СМИ, цифровизация и перспективы развития. Как удается настроить региональные СМИ на активную работу в современном медиаформате? Этот вопрос адресован главе Ингушетии. Для того, чтобы нам успевать, то, что вы сказали про тренды различные, конечно, если ты отстал от чего-то, то где-то опоздаешь на поезд, на самолет, на автобус. Но и отстать невозможно, почему? Потому что все друг на друга уже смотрят. И только самое, наверное, такое недальновидение может чуть-чуть оставить. А так невозможно. Почему? Потому что от одного человека это все зависит, а все друг друга контролируют. Если я друг упустил, тебе тоже подправить и направить в нужную руку. Вопрос в качестве. И то, что мы в интернете процессы управляем, а не управляем, это факт. И мы, конечно, проводя совещания и с пресс-службой, и с правительством, и с главным муниципальных образований, со всеми должностными лицами, всегда требуем находиться именно в интернете. Не секрет, что именно благодаря интернету для всех категорий пользователей открылись колоссальные возможности быть в гуще событий. И современное понимание медиа имеет уже более широкий контекст. С докладом на тему развития интернет-технологий в СМИ выступает Юлия Субботина. Развитие технологий стремительно. Это невозможно отрицать. Более 80 миллионов россиян ежемесячно выходят в интернет, из них четверть предпочитает выходить в интернет только с мобильного телефона. Интернет достиг той самой карманной доступности, которую мы прогнозировали 5 лет назад. Сейчас мы находимся на стадии формирования индустрии 4.0 и цифровой экономики. И ключевым элементом здесь, конечно же, должен остаться человек. Современные медиаресурсы нуждаются в глубоком анализе и обоснованных выводах, считает руководитель РИА Дагестан Магомед Магомедов. Ведь в последнее время в СМИ входит такое понятие, как маркетинг бизнес-медиа. Очень важно понимать, что хочет читатель, что читателям востребовано и что необходимо, какой контент надо готовить для него. Да, мы используем в некоторых наших проектах медиатор, мы используем Яндекс.Метрику, и вот есть очень такой хороший продукт, который представляет Яндекс. Это вот термальные карты сайта, где пользователь активен, а куда он вот не доходит вот абсолютно. Иной раз мы даже смотрим, Яндекс дает такую возможность, смотрим поведение читателя на сайте, как он двигает мышкой, куда сосредотачивается его внимание. И на основе этих на основе выводов, полученных после изучения вот этой информации, мы как-то меняем дизайн или расставляем контент вот на страницах более удобном для читателя формате. Сколько времени проводят пользователи в социальной сети «Одноклассники» и новых возможностях паблика, рассказала директор по продуктам сайта Марина Краснова. «Одноклассники» недавно установил для себя рекорд – 500 миллиона просмотров видеоматериалов в сутки. Все большую популярность на сайте набирают прямые эфиры. Мы перешли в модель жизни, когда автором контента может стать любой. Каждый из нас может взять телефон, снять крутое видео или сделать пост, который разойдется, разлетится, и вы станете мгновенно популярным. Что меняется? Появляется
социальные сети, и они становятся не просто, как правильно уже сегодня сказали, общением, место для общения, обмена фотографиями, но это большая социальная платформа. И мы в Одноклассниках это видим, как меняется и какие тренды у нас возникают. На сессии затронули сразу несколько проблем в области развития современного и своевременного информирования. За последние годы СМИ вышли на качественно новый уровень, в развитии которых большой вклад вносит интернет. Также участники обсудили возможные пути привлечения большей аудитории и наполнения интересным контентом информационных ресурсов. Юсуп Гелисханов, Хавадж Гойгов, Капурчах, Киев. Новости 24. В рамках форума СМИ состоялась еще и презентация книги российского философа и политолога Алексея Чедаева «Путин. Наши ценности». Автор еще в самом начале подчеркивает, на первое место в произведении выносится народ и его интересы. Главная идея Чедаева – распутать некоторые парадоксы, касающиеся многих политических вопросов международного уровня. Вопросы Крыма, ситуация, сложившаяся в Сирии. Главный герой этой книги, которую я вам сегодня представляю, это сторонник Путина. Это наши с вами сограждане, это представители путинского большинства. То есть это книга о ценностях, о том, почему и на какие решения, идеи реагируют люди, почему они поддерживают президента даже там и тогда, где и когда, как кажется, решения, которые принимаются, могут быть отнесены к разряду непопулярных, вроде бы, или даже ложатся тяжелым обременением. В книге можно найти некоторые страницы из биографии президента. Автор в основном рассказывает о нем как о политике, его шагах и последствиях принятых решений. Сегодняшним зрителям книга не очень знакома, им только предстоит прочесть эти несколько сотен страниц, но даже после небольшого ознакомления вопросов к автору у читателей накопилось немало. Вы излагаете свою позицию по 10 важнейшим проблемам современности. Но в заголовок вы вынесли Путина. Почему? Я исхожу из того, что все выводы читатель сделает сам. Вот. То есть моя задача, это скорее задача детектива в том, чтобы распутать и поставить проблему, чем навязать какую-то точку зрения. Вот. То есть там, где я делаю какие-то оценочные суждения, в основном они опираются на или факты, или высказывания, или социологию, или статистику, или эмпирический материал. Тот случай, когда гипероперативность может сыграть против журналистов. Все потому, что порой в попытке обогнать своих коллег некоторые СМИ обнародуют непроверенную информацию. Особенно это касается чрезвычайных происшествий. Эта тема обсуждалась на круглом столе, прошедшем на одной из площадок форума, материал Евы Ужаховой. Если самолет упал, тут уже ничего не сделаешь. Это всем видно. Это все ясно и понятно. Чрезвычайные события происходят постоянно во всем мире, но выдавать непроверенную информацию в погоне за эксклюзивом в СМИ тоже не стоит. Публиковать нужно лишь проверенные данные, которые не приведут к волнениям в обществе, считает Александр Веклич. Я считаю, что диалог должен быть, но необходимо, опять же, еще раз почему понимать, что и мы готовы к этому диалогу, но, опять же, в рамках той разумной открытости и в рамках наших определенных нормативных документов. В целях объективного информирования общества необходимо полное взаимодействие правоохранительных органов и СМИ. Такова тема круглого стола. Когда мы говорим о взаимодействии средств массовой информации и правоохранительных органов, мы эту тему поднимали еще на прошлом форуме, и запрос действительно на обсуждение этой темы есть, и он чувствуется с обеих сторон. Представители пресс-служб правоохранительных органов страны, редакторы и спецкоры, ведущие новостных программ. Журналистам интересно услышать мнение спикеров, председателя Ассоциации СМИ СКФО, представителей Следственного комитета и Росгвардии. Вопросы самые разные. Уместны ли публикации некоторых материалов, как наладить быстрое взаимодействие правоохранительных органов и СМИ, и как бороться с дезинформацией посредством социальных сетей. Мы с вами здесь союзниками должны быть. То есть правоохранительные органы, как и мы, журналистское сообщество, должны пробивать одну и ту же тему. Говорить о том, что ответственность должна быть одна.
Вадим Баканов считает, что необходимо уравнять в ответственности все информационные каналы, в том числе и в соцсетях, и приводит в пример опыт такой практики в других республиках. К дискуссии подключается и старший помощник руководителя Следственного управления по Ставропольскому краю. Нам, правоохранительным органам, с добросовестными СМИ, которые действуют в рамках правового поля, конечно же, нам работать легче, и мы хотели бы, чтобы они только и были, а всего остального больше не было. Так, в принципе, в общем-то, еще даже 10 лет назад и было практически, да, а я могу судить, потому что я вот на своей должности ровно столько лет нахожусь. А дальше перешли к телевизионным каналам. Случая задать свой вопрос не упустили и мы. Если на контакт очень сложно идут правоохранительные органы, например, я ведущая профильной передачи, дежурная часть, и такие события, недельная сводка у нас идет. Соответственно, любое чрезвычайное происшествие должно быть подтверждено какими-либо комментариями. И для нас в данный момент очень сложно их получить. Что нам делать? За период моей работы таких нюансов не было вообще не было. Я на своей памяти не помню, чтобы к нам кто-то обратился, и мы не пошли на контакт. Это исключено. Но то обстоятельство, да, вот о том, что сегодня идет речь, о том, в какой мере, в каких объемах мы можем дать информацию, да, мы, конечно, с вами дальше, я надеюсь, будем работать и С такой проблемой журналисты сталкиваются практически всегда. И площадки, на которых звучат ответы на самые актуальные вопросы, для участников форума просто необходимы. В общем-то, несколько лет довольно-таки неоднозначная ситуация в работе с правоохранительными структурами, получение информации. Она значительно изменилась. Возможно, это связано в целом с ситуацией в стране, в регионе. Я с 90-го года в журналистике и только на ТАСС работаю 23 года. Но дело в том, что впервые принимаю участие в этом форуме. Я никогда не ездил в другие регионы. Спасибо, что его сегодня привезли к нам. И, конечно, мне удалось пообщаться, увидеть своих коллег. В общем-то, он многое дает. Сейчас очень много идет информации, которая подчас бывает непроверенная. Мы говорили о том, чтобы все-таки журналисты относились к тем материалам, которые они пишут, более ответственно и проверяли каждое слово и каждую мысль, которую они публикуют в своих статьях. На встрече отметили, сотрудничество правоохранительных органов со СМИ – это далеко не прихоть самих журналистов, а скорее необходимость. И работа в этом направлении должна выйти на новый уровень. Ева Ужахова, Рахман Цуров, Новости 24. А закрытие 5-го форума СМИ Северного Кавказа знаменовало торжественное мероприятие. Основной задачей форума всегда была и есть консолидация журналистского сообщества Северокавказского федерального округа, повышение уровня компетенции и обсуждение информационной повестки региона. Ежегодно форум проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента в СКФО. В этом году он впервые прошел в самом молодом городе России Магасе. Свой итог форума подвел и помощник полномочного представителя президента в СКФО Алексей Гасанов. Сегодня, вчера, в эти дни, кроме привычных процедур, дискуссионных площадок, встреч, происходило очень интересное и важное событие. Создавался новый формат проведения этого большого и замечательного праздника журналистов Северного Кавказа. Формат регионального проведения этого форума. И я вам хочу сказать свое мнение. Мне кажется, региональный формат оправдал себя, взял в эти дни старт, и теперь с этого года, с этих дней ежегодно будет повторяться в регионах, входящих в состав Северокавказского федерального округа. Также в рамках закрытия юбилейного форума прошло традиционное вручение премии «Медиа Кавказ». 30 номинаций нашли своих победителей. Это журналисты различных информационных ведомств Кавказа. Приз за лучшую новостную фотографию взял сотрудник пресс-службы главы Ингушетии Али Аздоев. Лучшая новостная фотография. И мне очень приятно объявить победителя в этой номинации. Итак, победителем становится Аздоев Али, пресс-служба главы Республики Ингушетия. Республика Ингушетия.
Али иногда не видно из-за камеры, но я знаю, что он где-то здесь. Али скромный. Фоторепортеры скромные люди. В этом году прошли праздничные мероприятия, посвященные 25-летию двух республик – Карачаево-Черкесии и Ингушетии. В честь этих событий учреждены еще две номинации от глав двух республик. В специальной номинации «Карачаево-Черкесия. Территория развития» победила корреспондент телеканала «Архыз-24» Анастасия Николаева. А награду в учрежденной номинации правительством Ингушетии «Республика Ингушетия. 25 лет созидания» получил ветеран журналистики Руслан Майсигов, собственный корреспондент ТАСС и Павел Царой. Всех участников форума в завершении торжественного мероприятия поблагодарил Юнусбек Евкуров и вручил журналисту Дмитрию Щугареву памятный подарок. Хотел бы вручить подарок вот такой. Ого. Это, конечно, не милитаризация, но все-таки у нас задача. Мы с главами Северо-Кавказской республики договорились так. На Кавказ завозим все, кроме оружия. А с Кавказа подарки даем оружие. У нас слишком много кинжалов, поэтому тебе, брат. Спасибо большое. И, Алексей, ты когда улетаешь? Я думаю, что числа 2-го. То есть завтра ты здесь? Я да. Вот давайте так. У меня рабочий день начинается в 8 утра. У тебя как? В любое время. Все, 8 утра у меня. Договорились. Почему я тебя без подарка не хочу отпускать? Хорошо? Спасибо огромнейшее. Спасибо. Успехов всем. Спасибо. Спокойной ночи, приятных воспоминаний. Счастливо до дома добраться и всем от нас передать, от нашей республики передать большой салам маршал, ассаламу алейкум и всего доброго, хорошего. Спасибо. Во второй день форума, совпавшего со стартом вещания телекомпании «Осетия и Ристон», в Ингушетию прибыл глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Открывая протокольную встречу, Юнусбек Евкуров поблагодарил Вячеслава Битарова не только за личное присутствие на форуме, но и за работу, проводимую по вопросам сохранения добрососедских отношений между двумя регионами. Рад приветствовать вас. Спасибо, что нашли время приехать. Мы должны в подобных начинаниях поддерживать друг друга и с первого дня делаем это. Спасибо за искренность в взаимоотношениях, отметил Евкуров. В свою очередь Вячеслав Битаров поблагодарил за приглашение. Хорошее начинание, полностью поддерживаю и рад, что оно воплотилось в жизнь. И форум проводится в Магасе. Да, история отношений между народами складывается нелегко, но мы друг друга сейчас понимаем. С первого дня и такое взаимопонимание должно складываться и между нашими народами, сказал Битаров. Я хочу еще раз сказать вам спасибо за ваш такой подход. И у нас, если не будет таких рабочих отношений, конечно, сложно будет нашим жителям. Много ингушей сегодня работают, трудятся на территории Северной Осетии. Я не говорю про тех ингушей, которые там живут, коренные жители. Принципиальная позиция только вселяет уверенность им народ, им население, и наши с вами добрые отношения. Очень хорошее мероприятие. И я помню, ровно год назад вы первый из всех глав регионов Северного Кавказа высказали пожелание, чтобы этот форум проводился не только в Ставропольском крае, но проводился во всех регионах Северного Кавказа. Хорошее начинание, полностью поддерживаю. И вот впервые проводится, помимо Ставропольского края, я имею в виду, проводится сегодня в Магасе, в Ингушетии. Поэтому хорошее событие и приятно, что проводится здесь, в Магасе. Нам надо все время быть в контакте, что мы с вами и делаем. И еще раз вам за это спасибо. Ну, а кто бы что ни хотел, вы также об этом уже сказали. Мы должны жить в соседстве, и соседство это должно укрепляться. Форум СМИ СКФО позволяет журналистам и представителям органов власти обмениваться опытом, учиться друг у друга и продвигать вопросы, связанные с улучшением качества жизни населения Северного Кавказа. Об этом заявил глава Кабардино-Балкарской республики Юрий Кока в рамках протокольной беседы с Юнусбеком Евкуровым. В этом году юбилейный 5-й форум СМИ по традиции стал главным единым событием на Северном Кавказе. Во второй день форум собрал представителей федеральных органов власти и глав ряда субъектов СКФО. Ингушетия подхватила традицию проведения форума и первая прошла по этому пути. Я считаю, что это очень важное для всех нас мероприятие, и оно принесет большую пользу северокавказским регионам, населению и самим взаимодействующим на форуме СМИ, сказал Юрий Коков в ходе протокольной встречи. Юрий Александрович, спасибо, что приехали. Ассаламу алейкум. Я рад приветствовать в Ингушетии и братский салам.
кабардино-балкарскому народу. Всех благ, здоровья, успехов. На форуме мы традиционно нашим общим предложением форум вышел за Ставропольский край уже. Я уверен, что наш коллега-губернатор не обиделся, наоборот, поддержал эту идею. И по графику там в следующем году, я не знаю, где он должен быть, но я так понял, проводя форум у себя, что он имеет огромный позитив в плане того, что прибывающее количество, большое количество журналистов со всех регионов страны, федеральных СМИ, они, конечно, видят огромные позитивные изменения, которые происходят в целом на Кавказе. Для всех, для нас это очень важное событие. И то, что сегодня Ингушетия подхватила вот эту хорошую традицию и первая пошла вот по этому пути, значит, по другим субъектам проводить этот форум, именно связанный с средствами массовой информации, еще раз свидетельствует о том внимании, которое мы уделяем СМИ. Я считаю, это просто необходимо, и он большую пользу, я здесь абсолютно согласен, что будет иметь для всех, для нас, прежде всего для населения, и для самих СМИ, я думаю, это тоже полезно, и взаимодействие, которое на этих форумах проводится, оно демонстрирует эффективность, когда мы вместе. Поэтому рад. Пользуясь случаем, хочу тоже большой привет передать от жителей Кабардино-Балкарии, нашему братскому народу Ингушетии. Очень приятно видеть вот эти позитивные изменения, которые в последние годы вот в республике наблюдаются. Я уже не говорю о различных форумах и мероприятиях, и политических, и культурно-массовых, и спортивных, которые проводятся на территории Ингушетии. Это очень отрадно, и действительно есть нам чему друг у друга и учиться, и смотреть, и вместе продвигать вот эти вопросы, связанные с улучшением качества жизни наших людей. Переходим к другим темам. Сегодня в микрорайоне Юбилейное в Назрани, что в народе зовется 105-м массивом, открыли 4 многоквартирных дома для вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, пожелавших остаться в Ингушетии. Напомню, первый из 7 домов ввели в эксплуатацию в прошлом декабре, еще 2 открыли летом. В общей сложности благодаря ФЦП новое жилье обрели порядка 800 семей. Наверное, больше всех этого открытия ждали Ведзижевы. Еще в 90-е они вынуждены были уехать из Грозного. Семья долгие годы ютилась в щитовом домике. И, наконец, после долгих лет ожидания они празднуют новоселье. Я даже не знаю, как это передать словами. Очень рада. Благодарны всем, кто принимал в этом во всем участие. Новые квартиры предназначены для вынужденных переселенцев из Чечни, пожелавших остаться в Ингушетии. Праздник открытия вместе с жильцами разделяет глава региона, а также замруководителя федерального Минстроя Юрий Гордеев. Радостно видеть, что данная программа дошла до своего логического завершения. Где-то, может быть, не все объекты, которые были запланированы, построены. Не на все нашлись средства, я имею в виду. Но все равно это очень радостное событие, что возможно обеспечить такую большую потребность и решить такие большие задачи. Завершаем одну из таких проблемных программ социального характера. Это обеспечение вынужденных переселенцев жильем. Да, понятно, что и среди этих людей, которые сегодня квартиры не получат, есть те, которые обращаются в суды, где-то решают вопросы. Я уже говорил, что по этому поводу с отдельной категорией мы будем отдельно работать, но в целом эта программа сегодня завершается. Но она завершается протокольно вот здесь. Как только что сказал заместитель министра строительства Российской Федерации, она может быть завершиться только через 3, 4, 5, 6 месяцев. Когда вы освоите это все жилье, когда вы, те, кто жил до сих пор в частных домах, научитесь жить в квартирах. Почему? Потому что культура проживания в квартире – это совершенно другая культура. Вы должны понимать, что квартира на 8-м, 7-м, 4-м этаже, она не просто отдельное жилье, это связанное одно звено всего дома.
всего комплекса. Глава региона призвал новоселов следить за порядком как в доме, так и на прилегающей его территории. Юнусбек Евкуров также обрадовал жильцов приятной новостью. Совсем скоро рядом откроют новую школу. В планах также строительство ряда социальных объектов, детского сада, поликлиники, спортплощадки и объектов инфраструктуры. Глава региона также отметил, сегодня два праздника – открытие домов и день рождения народного мэра Алихана Тумгоева. Имениннику вручают почетную грамоту. Он очень меня просил открыть городок. Мы хотели месяц назад открыть. Но Алихан попросил, день рождения, давайте откроем. Да, Алихан? Мы любим говорить, что Алихан народный мэр. Он и есть народный мэр. Он истинный патриот, настоящий мужчина, по всем отношениям. Критерии, примеры для любого молодого человека. И для любого родителя, как воспитывать своего сына в лице настоящего мужчины. Баркун Диарязан Дальяна Волхан. Новоселам не терпится осмотреть новые апартаменты. В 9-этажных домах квартира от 1 до 4 комнат. Для удобства перемещения по высотке предусмотренный лифт, а на улице благоустроена детская площадка для самых маленьких жильцов и небольшой сквер. Всего же в микрорайоне Юбилейный в рамках реализации программы социально-экономического развития Ингушетии построено 7 домов, 3 из которых были введены в эксплуатацию весной этого года. Сейчас же обладателями долгожданных квартир стали 450 семей. Зельмхан Калоев, Султан Булгучев, Новости 24.